Здравствуйте, Ниаз Дазмирович. Основной темой нашего сегодняшнего разговора будет подготовка энергетиков к осенне-зимнему периоду. Вот. Ну, для начала давайте обо всем по порядку. Расскажите, какие основные задачи сегодня стоят перед филиалом ВОК Черноморэнерго, сколько сегодня здесь работает человек и какое количество абонентов вы обслуживаете в вашей организации? Здравствуйте. Значит, подготовка к осенне-зимнему периоду в основном, наверное, нас интересует. И для энергетиков это самый сложный период. И мы понимаем столь такое внимание к нам. Почему? Это прекрасно понимаем. Но тем не менее мы к нему готовимся. И руководство наше всегда готовится, всегда планы есть, задачи стоят, какие-то материалы подготовлены, переданы Сухума, там трансформаторные масла, кабеля, кое-какие вещи, которые на аварийные работы, устранение аварийных работ необходимы в первую очередь, а потом как бы по аварии уже будут доставлять то, что необходимо. Здесь просто и амортизированных, изношенных много и линий, и трансформаторов, и как бы на все это, конечно, не хватит, но тем не менее у нас есть и эксплуатация, и трансформаторы на месте ремонтируем, так что мы готовы к нему. Ну, пока грех вообще-то жаловаться на какие-то веерные отключения в последний период времени, имею в виду, или отключения по графику, вообще редко вот сейчас отключение света, насколько я наблюдаю. Вот, как вы думаете, вы можете прогнозировать, что вообще нас ожидает зимой? Это связано, вот то, что сейчас не так часто отключают в связи с тем, что энергокризис преодолен из-за того, что майнинга уже нет? Или все-таки есть еще и другие проблемы? Опять же, то же самое ветхое оборудование, техника, оборудование, выходящее периодически из строя. Главный вопрос, чтобы графиков обойти, это абсолютно не зависит от района. Это генерация. Если у нас будет подача с генерацией, имею в виду ГЭСа, переток уже есть, уже давно он работает, только на Ингургесе 2 района только сейчас в данный момент работает, это Гала, Ачамчира. И если у нас сбоев не будет по подаче от генерации, у нас других таких масштабных проблем нету. По оборудованию, как я уже озвучил, там кое-какие аварийные эти заначки у нас есть. Слава богу, руководство Черноморэнерго об этом думает в летний период, чтобы начало зимы мы как-то готовы были кабеля, рубильники, что-то, масло, такие вещи, которые необходимы, столбы, провода, они уже нам его дали и для устранения аварийных работ. Чтобы сейчас систему полностью поменять, это очень такое очень дорогое удовольствие, на это ресурсов точно не хватит ни Черноморэнерго, даже и бюджетных государственных масштабов. Один плюс есть по сравнению с прошлым годом, сейчас майнинги почти как бы уходят. Есть какая-то, допустим, инвестиционная программа, в соответствии с которой вы, наверное, должны будете менять старое оборудование на новое, или она вообще не принята? К сожалению, мы за эти года в инвестпрограмму никак не попали. Наверное, у руководства есть планы на это, и я думаю, что в ближайшее будущее мы попадем в инвестпрограмму для улучшения сетей внутренних. Остальное, что касается потенциал работников, сотрудников, профессионалов, слава богу, у нас есть. И чтобы слаженная работа энергосистемы была, тут, как вы озвучили, тут комплексного подхода. Не только там энергетики, там и правительство, там руководство Черноморэнерго, администрация района, в комплексе население, любой житель имеет прямое участие. Как по потреблению, так и к отношению к бережному энергосистеме. Все вместе в комплексе она дает результат. Гальский район всегда отличается лучшими показателями, и по расходам самый меньший, и по сбору самый большой. Понятное дело, что главная задача для энергетиков – это обеспечение постоянного бесперебойного снабжения потребителей. И вот в связи как раз с наступлением осенне-зимнего периода, вот если говорить конкретно, какие работы плановые проводились? 18 трансформаторов уже отремонтировано за последние пару месяцев и поставлено на места.
линии там поменяли частично, кабеля сделали, как ее замену, где были проблемные места. И более-менее подготовились, где были, ну что заменить надо, контакты поврежденные. То есть много там комплекс всех мероприятий проведен, чтобы мы эту зиму встретили более-менее так достойно. Буквально недавно, недели 2, по-моему, назад, если я не ошибаюсь, вот даже мэр озвучил, что повалило несколько столбов, были оборваны вот шквалистым ветром линии электропередач. Вообще, насколько часто такие случаи бывают аварии и насколько быстро, оперативно удается восстановить это все, вернуть свет потребителям? Недавняя стихия, которая там прошлась по нашему району, ну, честно говоря, за мою практику я в такой период, такой стихии я не помню. Были, да, осадки, снежные осадки в зимний период несколько лет назад, и у нас тогда не было такого масштаба стихии одновременно и в городе, и в селах, и вместе повалило деревья за собой повалили и опоры, поломались, линии повредились, трансформатор вместе с КТП вообще свалило в районе Хохлова, населенный пункт за городом, полностью ушел. И вы представляете, это одновременно, когда в 10-15 точках оперативные бригады и техника не успевает одновременно все это сделать, и ребята в течение 3 дней все восстановили. Это, ну, представляете, погодные условия тоже ливень. Но, тем не менее, они со своей задачей справились. Огромное спасибо им всем за свое такое ответственное отношение к работе. В Абхазии до недавнего времени вообще всегда были самые низкие тарифы за свет, по крайней мере, если сравнивать с соседними странами. Вот сейчас эти тарифы почти удвоились. Вот. Вообще, как платят потребители, какая плата абонентов сегодня и вообще с чем связана вот эта ценовая политика, чем она обусловлена? Вы понимаете, это энергия, самая дорогая энергия в мире. Там как бы по сравнению с газом, с этими, это просто не бывает в мире такого, чтобы она была за копейки где-то подавалась. Нету. У соседей рядом, у соседей там она стоит в 10 раз больше. Ну не может она быть таким маленьким. Она, ну, как бы правительство максимально постаралось его держать на минимуме, но мы же не можем, как на дотации всегда сидеть, какие-то копейки должны быть в Черноморэнерго, чтобы она хотя бы текущие аварийные работы устраняла. Откуда она эти деньги, со выручку должна жить, какая-то выручка должна быть. И те тарифы, то, что сейчас есть, таких тоже нигде нету. Она в 5 раз меньше, чем у соседей и слева, и с правого берега. В Гайском районе вообще всегда, по сравнению с другими районами, ну, насколько я знаю, насколько мне известно, исправно платили за свет. Вот сейчас такая же тенденция или вот в связи с увеличением тарифов уже существуют какие-то большие задолженности? Значит, после принятия тарифной политики, что принятой Кабмином, физлица на сегодняшний день за киловатт оплачивают 90 копеек, юрлица рубль 40. Город у нас, в принципе, основная часть оснащена приборами учета, и за сколько киловатт потребят, столько и как бы будут оплачивать. В селах оно 900 рублей за месяц. Исходя из 1000 киловаттов, расчет так сделан, 1000 киловатт в месяц. Сейчас недовольство, конечно, когда тариф поднимается, довольным никто не будет. Понятно, что недовольства были, но тем не менее население ответственно к этому отнеслось, и собираемость у нас не упала, у нас также была, и чуть рост постоянно есть. Так что это и на цифрах видно. Вы сейчас вот 40%, это, вы понимаете, по ситуации республики, это самый лучший показатель. На этом, пожалуй, все. Дай Бог, чтобы у нас всегда был свет и возможность за него платить. Всего доброго. Вот, всех благ. Спасибо вам, что вы обращаете внимание такое особое на нашу отрасль, что она важна, мы все понимаем и с пониманием к этому относимся. И еще раз хочу население попросить, чтобы они более ответственно отнеслись к оплате электроэнергии.